А сейчас продолжим эфир обзором спортивных, экономических событий и чрезвычайных происшествий. Начнем с актуального курса валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сейчас на отметке 66 рублей 7 копеек, евро 73 рубля 73 копейки. Самую выгодную покупку американской валюты предлагает СКБ банк за 65 рублей 96 копеек, а продажу Восточный банк за 66 рублей 45 копеек. Выгоднее всего евро сегодня покупает и продает Восточный банк за 73 рубля 41 копейку и 73 рубля 95 копеек соответственно. Комитет Госдумы подготовил поправки в Конституцию ко второму чтению. Специально созданная рабочая группа собрала инициативы от представителей всех слоев общества и регионов страны, а профильный комитет Госдумы их обработал. Законопроект об изменениях в основном законе одобрен к принятию во втором чтении, который состоится 10 марта. В среду Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству провел финальное заседание по поправкам к основному чтению. Депутаты рассмотрели последний блок предложений, внесенных президентом и парламентариями. В числе прочего были одобрены инициативы главы государства на тему общероссийского голосования, без которого конституционные поправки не вступят в силу. Напомню, что оно намечено на 22 апреля. Правительство должно принять дополнительные меры для повышения реальных доходов граждан, и это сейчас обсуждается. Об этом заявил президент России Владимир Путин в 8-й серии видеоинтервью ТАСС. Следующая часть будет посвящена поддержке талантливой молодежи. Глава государства рассказал, что стагнация в реальных доходах населения связана с резким падением цен на энергоносители. Цитата. «Поэтому мы и вышли на эти национальные проекты с тем, чтобы изменить структуру экономики и подтолкнуть развитие на собственной базе». Конец цитаты. Глава государства добавил, что Россия постепенно уходит от нефтезависимости, доля ненефтегазовых доходов растет. В едином реестре проблемных объектов на территории Якутии числится 14 объектов 8 застройщиков. По ним заключены 683 договора долевого участия на общую сумму около 2 миллиардов рублей. Такую информацию сообщил прокурор Якутии Олег Нарковский во время пресс-конференции. В прошлом году прокурорами выявлено более 70 нарушений закона в сфере защиты прав участников долевого строительства. По ним было принято 55 актов реагирования. Также удалось добиться ввода в эксплуатацию 10 объектов, по которым допускались нарушения сроков ввода более чем на 6 месяцев. Восстановлены права 1250 участников долевого строительства. Объем перевозки грузов по железной дороге на участке Томот-Нижний Бестях вырос на 42%. Такие показатели озвучили в железных дорогах Якутии по итогам 2 прошедших месяцев в этом году. Наибольший рост демонстрируют перевозки по номенклатурам: прочие грузы, контейнеры, продовольственные грузы, нефтепродукты. При таком темпе годовой объем перевозок до станции Нижний Бестях по итогам года может превысить отметку в 1 миллион тонн. За прошлый год по этому участку было перевезено чуть более 800 тысяч. Лучших мастеров с ограниченными возможностями здоровья выявил чемпионат Обилимпикс. В Якутске завершился региональный этап чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью. В соревнованиях приняли участие около 140 конкурсантов со всей республики. Соревнования прошли на 13 площадках в Якутске и Нерюнгри. На торжественном закрытии чемпионата сейчас находится моя коллега Саргалана Федорова. Саргалана, я тебя приветствую. Расскажи об итогах чемпионата. Очень давно. Анастасия, приветствую. Призерами регионального этапа чемпионата Обилимпикс стали 57 человек. Всем им вручают заслуженные медали, награды. Но самое главное — это то, что чемпионат открыл им двери на рынок труда. Они не только отточили свои навыки, раскрыли таланты, но и познакомились с работодателями. Церемонию закрытия чемпионата открыл министр образования и науки республики. И он отметил, что чемпионат набирает обороты, география участников расширяется, и рассказал нам о результатах. Надо отметить, что в этом году много у нас школьников, 45 школьников, и также у нас достаточно хорошо представлены специалисты. Это мероприятие Обилимпикс, конечно же, очень важное мероприятие для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью могли себя в дальнейшем
значит, найти в этой жизни, трудоустроиться, быть востребованными обществом. Отмечу, напомню, что в течение 3 дней участники показывали свое мастерство в 19 компетенциях, начиная от ювелирного дела, заканчивая экономикой. И они боролись за звание лучшего в нескольких категориях среди школьников, студентов и специалистов. И в этом году участники впервые проявили себя в таких компетенциях, как социальная работа, прикладная эстетика, медицинский и лабораторный анализ и резьба по дереву. И мы пообщались с победителем в компетенции массаж. Он рассказал, что же дал ему этот чемпионат. Нелегко далось, пришлось потренироваться, вспомнить все, чему обучались, и всю свою теорию воплотить в практику. Конкурс дает очень многое, не мне только одному, и всем, кто участвует в этом конкурсе. Опыт, во-первых, всего, и уверенность в себе. Работу участников оценивали более 100 экспертов, в том числе и потенциальные работодатели. И как показали себя участники, мы узнали у одного из независимых экспертов. Мы очень рады участвовать в таком мероприятии. И это очень круто, то, что участники, получается, учат веб-дизайн и очень сильно в нем практикуются. Ведь, как правило, в веб-дизайне, да и во всех серьезных дисциплинах, это главная практика и упорство. На всем протяжении конкурса удобство участникам обеспечивали волонтеры, которые прошли специальное обучение. И помимо соревновательной части прошли выставки, круглые столы. И все это должно помочь особенным школьникам, студентам с выбором будущей профессии. Ну а победители в каждой компетенции поедут представлять Якутию на национальном чемпионате в ноябре этого года. Стоит отметить, что ежегодно региональный этап проводили в октябре, но в этом году специально отодвинули сроки проведения, чтобы у победителей было больше времени на подготовку. У меня все. Анастасия. Ну что ж, остается пожелать только удачи нашим на национальном чемпионате. Я напомню, что на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Федорова. Мы переходим к новостям экономики. В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов. Минтруд разрабатывает законопроект о получении работниками всех страховых выплат от Фонда социального страхования, а не от работодателей. Более подробно расскажет моя коллега Нургуяна Иванова. Нургуяна, я тебя приветствую. А какова главная цель этого законопроекта? Анастасия, я тебя приветствую. Авторы проекта закона считают, что это обеспечит гарантированное получение страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров. Трудящийся, получая деньги из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитывают в конце года. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Госдума приняла во втором чтении поправки в налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Поправки ко второму чтению законопроекта распространяют льготы для новых газовых месторождений на месторождение Ненецкого автономного округа. Кроме того, поправками предусмотрено, что налоговый вычет применяется с 1 числа налогового периода. Жители Якутии получили 1000 кредитов на сумму почти 4 миллиарда рублей по программе дальневосточной ипотеки. По данным, на конец февраля одобрено свыше 3000 заявок. Всего участники программы «Дальневосточная ипотека» за почти 3 месяца ее действия заключили договоры на 14 миллиардов рублей. География обращения охватывает практически все российские регионы, но в 95% случаев звонки поступают из Дальневосточного федерального округа. При этом наиболее активно интересуются возможностями программы жителей Хабаровского, Забайкальского, Приморского краев и Сахалинской области. Напомним, что программа позволяет молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» получить кредит в размере не более 6 миллионов рублей по ставке 2% годовых сроком до 20 лет.
Действующие на Дальнем Востоке режимы со специальными условиями для инвесторов позволяют ускорить административные процедуры, уменьшить затраты и за счет этого сокращают сроки реализации проектов. В целом, введенные 5 лет назад преференции работают эффективно и оказывают положительное влияние на инвестиционный климат дальневосточных регионов. Так, в прошлом году показатели инвестиционной привлекательности по Дальневосточному федеральному округу выросли сильнее, чем в среднем по стране. 9 из 11 регионов Дальнего Востока улучшили свои позиции, а Якутия и Камчатский край вошли в 30 лучших. Напомним, специальные условия для инвесторов предоставляют на Дальнем Востоке с 2015 года. Сегодня они действуют в 20 территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток. Компания «Полиметалл» планирует завершить приобретение доли в Тамторском месторождении редкоземельных металлов в первом-втором кварталах этого года. Совет директоров одобрил небольшие миноритарные инвестиции. Речь идет о приобретении доли в размере до 10%. Инвестиции в приобретение доли будут несущественными с точки зрения финансовых показателей. Однако стратегическое решение войти в проект крайне важно для компании, заявили в руководстве «Полиметалл». В Якутии в этом году приступят к реализации 9 проектов развития сельских территорий. На все проекты предусмотрено свыше 2,5 миллиардов рублей. Проекты предусматривают 26 мероприятий. Это строительство одной школы, 3 малокомплектных школ-садов, 3 детских садов, строительство одного офиса врача, капремонт 2 поликлиник и учебной мастерской, а также строительство 6 внутрипоселковых газовых сетей, 1 канализационного очистного сооружения и приобретение модульной водоочистной станции. Для школ также приобретут 6 автомобилей. Проекты будут реализованы в 11 сельских территориях – в Вилюйском, Горном, Жиганском, Мегино-Кангаласском, Оленёкском, Сунтарском, Хангаласском и Чурапчинском районах. В аэропорту Якутска обустроит соединительный пандус, который обеспечит бесперебойную работу аэропорта во время реконструкции взлетно-посадочной полосы. Работы будут проведены в 2021 году, они не потребуют прекращения полетов судов. Напомним, реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в 2018 году. Ожидается, что этап реконструкции в 2021 году станет самым трудоемким. В это время для посадки самолетов будет использоваться участок полосы длиной 1650 метров. Всего на реконструкцию предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 4 миллиардов 200 миллионов рублей в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. В прошлом году объем финансирования составил 1 миллиард 600 миллионов рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Настя, у меня на этом все. Передаю тебе слово. До встречи в следующих эфирах. Нургуяна, большое спасибо за информацию. О новостях экономики нам рассказала Нургуяна Иванова. Ну а далее мировые новости. Смертность от коронавируса в среднем по миру составляет 3,4%, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения. Это намного выше уровня сезонного гриппа с показателем менее 1%, рассказывает Анастасия Дмитриева. Уровень смертности от коронавируса более чем в 3 раза выше, чем от обычного гриппа. Об этом на брифинге в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения. На планете насчитывается уже 91 тысяча случаев заболевания. Число погибших превысило 3000 человек. Руководитель ВОЗ отметил, что хотя COVID-2019 не столь заразен, как сезонные инфекции, вакцины против него пока нет, как, впрочем, и определенного метода лечения. В то время как многие люди во всем мире выработали иммунитет к штаммам гриппа, COVID-19 является новым видом, к которому ни у кого нет иммунитета. Это означает, что люди больше подвержены инфекции, и некоторые будут страдать от осложнений. В мире около 3,4% больных коронавирусом умерли. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает менее 1% инфицированных. Всемирная организация здравоохранения во вторник предупредила о дефиците средств защиты от коронавируса. С начала вспышки цены на хирургические маски выросли в 6 раз. Стоимость респираторов увеличилась в 3 раза, а защитные халаты стали стоить в 2 раза дороже. ВОЗ попросила компании и правительство увеличить производство этих товаров на 40%. Так в Иране врачам и медсестрам остро не хватает материалов. Там скончались уже 77 человек, что является одним из самых высоких показателей за пределами Китая.
Между тем, Федеральный резерв США во вторник в экстренном порядке снизил процентные ставки, чтобы попытаться предотвратить глобальную рецессию. Несмотря на попытку ФРС, американские фондовые индексы закрылись во вторник с потерями примерно в 3%. Зато пропорционально выросло в цене золото. Всемирный банк выделяет $12 миллиардов помощи странам для борьбы с эпидемией, которая сильно сказалась на авиаперевозках, туризме и других отраслях. Болезнь тем временем продолжает распространяться. Чили и Аргентина сообщили о первых заразившихся. В общей сложности уже 80 стран столкнулись с гриппоподобным заболеванием, которое может привести к пневмонии. В Соединенных Штатах от коронавируса умерли уже 9 человек. Число погибших в Италии, наиболее пострадавшем государстве Европы, во вторник подскочило до 79. Франция сообщила о 4-й смерти. Правительство Пятой Республики рекомендовало гражданам не обмениваться рукопожатиями. А вот премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, напротив, заявил, что коронавирус не помешает ему приветствовать людей. Я был в больнице той ночью, когда, думаю, некоторые из тех, кто там был, уже болели коронавирусом. Я пожал руки всем пациентам. И вам будет приятно узнать, что я продолжаю жать всем руки. Число выявленных случаев заражения в стране достигло 51 человека. Британское правительство разработало план борьбы с распространением инфекции, по которому все школы в ближайшее время могут закрыть, а каждого 5-го работника отправить трудиться домой. Суровую тренировку прошли американские морпехи в джунглях Таиланда. Их научили добывать пропитание в любых условиях, рассказывает Никита Конев. Морпехи США в среду отрабатывали навыки выживания в экстремальных условиях джунглей Таиланда. Это часть ежегодных учений «Кобра Голд», крупнейшей международной операции такого рода в Азии. Упражнения были разработаны, чтобы солдаты могли находить источники воды и еды в любых условиях. Насколько эффективно, вы видите сами. В этих учениях должны были принимать участие военные из Южной Кореи, но из-за коронавируса решили не ехать. Американцев этот вопрос не сильно беспокоит. До тех пор, пока мы делаем все от нас зависящее, хорошо моем руки, не кашляем ни на кого и ни на что, не кашляем в наши руки, все в порядке. Я думаю, главное — сдержать распространение. Все здесь знают о том, что происходит. Мы просто стараемся сдержать вирус. В меню, помимо змей, были вараны, белки и обезьяны. В США завершился супервторник, предварительное голосование в 14 штатах. У республиканцев безальтернативно побеждает Дональд Трамп, у демократов лидирует Джо Байден. Подробности в следующем сюжете. В США подводят итоги супервторника. Это важнейший этап праймерис, который сейчас проводят как демократы, так и республиканцы. Голосуют сразу 14 штатов. Если у великой старой партии все прошло предсказуемо, Дональд Трамп абсолютный лидер гонки, то для их противников этот день выдался напряженным и принес несколько сюрпризов. Главный триумфатор Джо Байден. Его называли фаворитом в самом начале предварительных выборов, но первые голосования в феврале серьезно пошатнули его позиции. И вот грандиозное возвращение. Бывший вице-президент лидирует в большинстве штатов. Его главный соперник – Берни Сандерс. Политик, который придерживается социалистических взглядов, показывал хорошие результаты в начале гонки, но в супервторник все-таки уступил Байдену. Сандерсу удалось получить Калифорнию. Победа в штате гарантирует хороший процент голосов выборщиков, но этого недостаточно, чтобы обойти конкурента. А вот для Майкла Блумберга и Элизабет Уоррен эта ночь выдалась печальной. Миллиардер, потративший на свою кампанию больше $400 миллионов, победил лишь в американском Самоа. Уоррен же получила чувствительный репутационный удар. Ей не удалось выиграть даже в Массачусетсе, который она представляет в Сенате 8 лет. Дональд Трамп не упустил возможности поиронизировать над оппонентами. Обоих политиков он назвал неудачниками. Следующий этап праймерис пройдет 10 марта. Голосовать будут 7 штатов. Индонезийские зоозащитники рассказали о том, что единственная в стране самка орангутанга альбинос, спасенная из неволи, уже год успешно самостоятельно живет в джунглях. Подробности у Артема Сторонова. Единственная в Индонезии самка орангутана альбинос по кличке Альба уже год успешно проживает на воле. Об этом сообщили сотрудники зоозащитной организации, которые наблюдают за обезьяной.
Мы видим, что она построила себе гнездо и может самостоятельно добывать пропитание без вмешательства человека. Это все очень позитивные признаки. Пятилетнюю самку со светлой шерстью и ярко-голубыми глазами обнаружили весной 2017 года в ужасном состоянии в клетке у одного из жителей центральной части Калимантана. Она провела почти 1,5 года в реабилитационном центре, после чего ее отпустили на волю. Орангутаны – крупнейшие древесные человекообразные обезьяны. В настоящее время они обитают только на островах Калимантан и Суматра. Вид находится под угрозой исчезновения в дикой природе. По оценкам на март 2016 года в мире осталось около 60 тысяч представителей этого вида. Цель вбросов о больных коронавирусом в России – посеять панику среди населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Цитата: «В последнее время в социальных сетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших на территории Российской Федерации и о том, что официальные власти скрывают эту информацию. Хочу еще раз доложить вам, что это не соответствует действительности». Конец цитаты. Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения. Противопоставить этому можно только одно – своевременную, всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны. Здание Краеведческого музея имени Ярославского нуждается в укреплении фундамента. Из-за тайки вечной мерзлоты разрушается основа и стены объекта. Проблему обсудили в парламенте Якутии. Сарглана Федорова пообщалась с сотрудниками музея и депутатами и узнала дальнейшую судьбу здания. Стены трещат по швам, крыша течет. Состояние здания Краеведческого музея оценивают как аварийное. Необходимо полностью заменить фундамент. Реставрация обойдется в 160 миллионов рублей. Здание музея построили в 1924 году. С тех пор ремонтные работы по укреплению его основы и несущих конструкций не проводились. На прилегающей территории появились новые сооружения. Местность заболачивается. Отсюда и проблемы. Проходная дверь. И вот здесь постоянно лужа и зимой, и летом. И зимой, и летом мы постоянно сидим в одежде, в теплой одежде. Но самое главное, нам жалко своих экспонатов. В фонде музея более 100 тысяч экспонатов. Смотритель Мария Старостина знает место каждого из них, где и при какой температуре предмет хранится. Сырость их тоже не щадит. Обследование показало критические изменения в сооружении. Возможно, даже есть необходимость ограничить функционирование данного здания, эксплуатацию его, и, соответственно, необходимо дополнительное еще обследование. Следующий этап обследования должен проводиться вот как раз-таки в марте. В 2003-м рядом со старым зданием возвели двухэтажный каменный корпус. Он стал главным зданием музея. При строительстве пристроя впритык со старым зданием главный вход со сводчатым навесом на 4 опорах закрыли, а навес полностью снесли. Это нарушило панораму главного фасада. Какая организация займется реставрацией, пока неизвестно. Проведут конкурс, либо примут участие в федеральных программах софинансирования. Это здание памятник, поэтому не все организации могут там участвовать, только допущенные к реставрационным работам. Сейчас необходимы средства на проектно-сметную документацию по реставрации объекта. И мы надеемся, что эти средства будут выделены уже в этом году во время поправок в бюджет. Проект восстановления здания будет включать усиление наружных и внутренних стен, замену кладки первого этажа, цокольного перекрытия, проветривание подпольного пространства и водоотвод. Вся работа начнется после разработки проектно-сметной документации. А пока ищут дополнительную площадь для временного размещения экспозиций музея. Саргалана Федорова, Григорий Николаев, Якутск. Переходим к чрезвычайным происшествиям. В Алдане зафиксирован очередной случай дистанционного мошенничества. Жертвой аферистов стала 80-летняя бабушка. Доверчивая пожилая женщина поверила рассказам звонивших ей людей о положенной компенсации за несертифицированные лекарства. Правда, для получения компенсации мошенники требовали от бабушки деньги за осуществление перевода. Подробности в обзоре чрезвычайных происшествий расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, я тебя приветствую. Каков ущерб?
Здравствуй, Настя. Постоянно названивая и придумывая все новые и новые предлоги, мошенники вынудили пожилого человека перевести на их банковские карты более 191 тысячи рублей. В эфире обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. В Алдане жертвой мошенников стала 80-летняя пенсионерка. Со слов заявительницы, на протяжении 2 лет она принимала для лечения лекарственное средство, которое заказывала и приобретала по почте. В январе неизвестная женщина, представившись Юлией, позвонила на мобильный телефон пенсионерки и сообщила, что применяемое то лекарственное средство является несертифицированным товаром. Поэтому всем его потребителям выплачивается денежная компенсация в сумме 840 тысяч рублей. Также она сообщила, что полагающиеся деньги можно получить лично и исключительно в Москве. Но Юлия оказалась девушкой сердобольной и объяснила бабушке, что деньги она может получить, конечно, в Якутске, куда ей проще добраться. Единственное условие – это оплата необходимых расходов для перевода компенсации. Ничего не подозревающая пенсионерка добросовестно внесла требуемые суммы через банкомат на указанную банковскую карту. Однако после первого платежа последовали еще несколько аналогичных звонков. И таким образом доверчивая пенсионерка перевела в общей сумме из своих личных денег 191 400 рублей. Конечно же, никакой компенсации обманутая пенсионерка не получила и поэтому обратилась в полицию. По материалам проверки прокуратуры Ленского района возбуждено уголовное дело по факту халатности, приведшей к незаконному демонтажу мемориального комплекса «Они сражались за Родину». В сентябре 2019 года между администрацией поселка Витим и обществом с ограниченной ответственностью «Арарат» заключен муниципальный контракт. По нему компания обязалась выполнить капитальный ремонт мемориального комплекса «Они сражались за Родину», отнесенного к объектам культурного наследия. При этом работы проведены без разрешения Департамента по охране памятников. В настоящее время комплекс в рамках исполнения муниципального контракта демонтирован. Контракт по соглашению сторон с оплатой проведенных работ в сумме свыше 3 300 000 рублей расторгнут. Объект культурного наследия, посвященный воинам, павшим в Великой Отечественной войне, не восстановлен. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». 41-летний житель Ленска признан виновным в покушении на убийство. Во время пьяной ссоры подсудимый пытался сбросить супругу с балкона, расположенного на 3-м этаже жилого дома. Когда потерпевшая схватилась за перила балкона, преступник разжал ее руки. В результате падения женщина получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Суд приговорил преступника к 4 годам в колонии строгого режима. В Якутске будут судить мужчину, который неоднократно избивал свою пожилую мать. По версии следствия, обвиняемый, находясь в своей квартире на почве неприятного отношения к матери, обусловленного ссорой, нанес ей телесные повреждения. В первом случае своими действиями причинил 73-летней женщине травму лица, во втором случае гематомы лица и перелом ребра. После утвердительного обвинительного акта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В Грозном на футбольном матче между болельщиками команды «Зенит» и команды «Ахмат» произошла массовая драка. Футболисты прервали игру, чтобы разнять разбушевавшихся фанатов. Очевидцы происшествия утверждают, что конфликт начался в перерыве между первым и вторым таймом. Фанаты «Зенита» сняли майки, чтобы поддержать любимую команду. Болельщикам «Ахмата» это не понравилось. Слово за слово началась драка. К началу второго тайма побоище все еще продолжалось. Это заметили вышедшие на поле футболисты. Они прервали игру, чтобы угомонить позволивших себе лишнее болельщиков. После того, как драка была остановлена, игроки вернулись на поле и продолжили матч. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, в стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Анастасия, на этом у меня пока все. Александр, большое спасибо. Мы будем ждать. Мы продолжаем наш выпуск. Сегодня весь мир отмечает День выключенных гаджетов. Впервые о нем заговорили в Америке. Сначала он представлял собой акцию отказа от интернета. Спустя некоторое время возникла идея о полном отключении карманной электроники на 24 часа. Никакого интернета, социальных сетей, звонков и СМС в течение суток. Всемирный день выключенных гаджетов – это протест воображаемой жизни в сети. Нужно ограничивать использование гаджетов, потому что особенно когда садится зарядка, они начинают излучать очень сильно, если к ним подключен Wi-Fi, интернет, геолокация. Вот эти функции лучше отключать, включать только в случае необходимости. Когда батарея садится, они начинают в 2 раза больше вредных излучений выдавать, поэтому тоже нужно это учитывать.
сразу ставить на зарядку, ну, где-то, чтобы было больше 50 зарядки. И вот не находиться во время сна, например, рядом с заряжающимся устройством. Национальный художественный музей республики совместно с Санкт-Петербургским арт-центром готовится к выставке «Линии любви». На ней представлены около 60 графических произведений из частных коллекций Европы и великих мастеров 20 века. Сейчас с нами на связи из музея наш корреспондент Полина Долинская. Полина, я тебя приветствую, и мы ждем подробностей. Настя, здравствуй. Мы сейчас находимся на выставке «Линия любви», где вечную тему раскрывают создатели самых известных откровенных полотен 20 века. Такие художники, как Пабло Пикассо, Анри Матисс и Игон Шеле. Только что прошла пресс-конференция, где мы встречались именно с руководителями нашего Национального художественного музея, которые рассказали нам и поделились самой идеей создания этой выставки. И предлагаю послушать, что вот нам рассказали об этом. В преддверии такого прекрасного весеннего праздника, как 8 марта, я считаю, что мы сделаем своеобразный подарок горожанам, гостям нашего города и нашей республики, которые смогут окунуться в восхитительный мир творчества художников, которые по-разному представляют, что такое любовь, что такое эрос. И, надеюсь, унесут с собой какие-то новые впечатления и взгляды об обнаженной натуре и как она воспринималась художниками на протяжении 20-го столетия. В зале представлены большинство работ, конечно же, этих трех художников, и работы их редко вообще когда-либо встречались в одном собрании, но их творчество, оно более глубоко и разносторонне раскрывает вот эту тему художество в стиле нью-модель обнажает тело, а художник при этом обнажает свою душу. Выставка данного направления искусства – это настоящее исследование. Здесь восхищение обнаженной женской красотой, она переплетается с ответами на какие-то глубинные вопросы, а также признание собственной уязвимости с пониманием своего человеческого и духовного физического величия. На выставке представлены около 60 графических произведений из частных коллекций Европы. Сама выставка начнет работу 6 марта, продлится она до 31 мая текущего года. Работы художников будут представлены в основном здании Национального художественного музея. Вход для всех категорий граждан будет составлять 500 рублей. Его составляет стоимость. Ну, а также есть возрастное ограничение 16+. Анастасия, на этом у меня все. Полина, большое спасибо. На прямой связи со студией была Полина Долинская. Мы переходим к новостям спорта. «Спартак» переиграл ЦСКА в четвертьфинале Олимп-Кубка России по футболу. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, я тебя приветствую. А с каким счетом завершилась игра? Анастасия, здравствуй. Спартаковцы выиграли со счетом 3-2. В полуфинале турнира они сыграют с санкт-петербургским «Зенитом», который в своем матче оказался сильнее грозненского «Ахмата». В эфире новости спорта. Здравствуйте. Футболисты «Спартака» одержали победу над ЦСКА в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие-арена» и завершилась со счетом 3-2. В составе красно-белых результативные удары нанесли Зелимхан Бакаев, Эзекиэль Пансе и Джордан Ларсон. У армейцев голы забили Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов. Команды в пятый раз играли между собой в Кубке России. Теперь в активе «Спартака» 2 победы против 3 у ЦСКА. В полуфинальном матче турнира красно-белые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом», который в своей встрече выиграл у грозненского «Ахмата» со счетом 2-1. Матч пройдет 23 апреля в Санкт-Петербурге. Все спортивные мероприятия на территории Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей по причине распространения в стране коронавируса. Об этом сообщает портал «Футбол Италия». Отмечается, что спортивные клубы обязаны регулярно проводить медицинскую проверку спортсменов и сотрудников на предмет коронавируса. Ранее из-за сложившейся ситуации с вирусом был перенесен ряд матчей 26-го тура чемпионата Италии по футболу, 2 полуфинальных матча Кубка Италии, а также несколько встреч баскетбольной Евролиги. Согласно последним данным, число заразившихся на территории Италии достигло отметки в 2260 человек. Жертвами коронавируса стали 79 человек.
4 результативные передачи Евгения Малкина помогли Питтсбургу со счетом 7-3 победить Оттаву в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе победителей хэт-трик оформил Брайан Раст. По одному взятию ворот провели Джон Марина, Конор Шири, Сидни Кросби и Джейсон Закер. У гостей отличились Джейс Гаврилюк, Брэди Ткачук и Конор Браун. Теперь в активе Малкина 21 шайба и 46 ассистов в текущем сезоне. Его Питтсбург прервал серию 6 поражений. Команда занимает 3-е место в таблице столичного дивизиона, набрав 82 очка. Оттава идет на предпоследней 7-й позиции Атлантического дивизиона, имея на счету 58 пунктов. Московская «Динамо» на своем льду выиграла у столичного «Спартака» во втором матче первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-3. У динамовцев дубль оформил Вадим Шипачев. По одному разу отличились Андре Петерсон и Михаил Григорьев. У проигравших точные броски провели Ансель Галимов, Патрик Хёрсли и Робин Ганзел. В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой 4 встречи. Во всех случаях победу праздновали хоккеисты «Динамо». Первая игра раунда также завершилась их победой со счетом 5-1. Таким образом, счет до 4 побед стал 2-0 в пользу динамовцев. Следующий матч пройдет 6 марта на ЦСКА-арене. Баскетболисты российского клуба «Уникс» проиграли французскому «Монако» в гостевом матче 6-го тура топ-16 Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 60-85. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий французов Якуба Оутара, набравший 22 очка. У казанцев самым точным оказался атакующий защитник Эрик Макколум. На его счету 18 баллов. По итогам 6 матчей предварительной стадии турнира «Уникс» занял 2-е место в группе G, что позволяет пройти в стадию плей-офф. С первого места квартета в следующий раунд вышел «Монако». В четвертьфинале, который проводится до 2 побед, казанский клуб встретится с сербским «Партизаном». Первая игра пройдет 17 марта в Сербии. Сегодня в Якутске стартовал чемпионат республики по мини-футболу среди команд второй лиги. Борьбу за звание победителей и право выступить в следующем сезоне в сильнейшем дивизионе ведет 21 команда. Отмечу, что серебряный призер чемпионата также получит путевку в первую лигу. Турнир начался с группового этапа, по итогам которого коллективы с наилучшими показателями продолжат состязаться в плей-офф со стадии четвертьфинала. Чемпионат продлится до 8 марта. Игры будут проходить ежедневно на площадке Дворца спорта 50 лет Победы. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Анастасия, тебе слово. Власий, большое спасибо. О новостях в спорте в республике и за ее пределами нам рассказал Власий Сергеев. От площади Победы до площади Орджоникидзе в Якутске в эти минуты проходит праздничное шествие в национальных костюмах. Оно посвящено Дню народного мастера республики. И сейчас на прямой связи со студией находится моя коллега Юлия Великодная. Юля, я тебя приветствую, тебе слово. Анастасия, здравствуй. На самом деле шествие еще не началось, но все участники собрались здесь, на площади Победы. Сейчас возложат венок к памятнику Победы. Это место выбрано не случайно, потому что парад посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И именно отсюда, с площади Победы, якутян призывали на фронт десятки тысяч наших земляков. Что касается самого шествия, то участие в нем принимают 23 района. Это 300 человек приехало в столицу республики и примерно 700 человек из Якутска. Это примерно 1000 человек. Все они в национальных костюмах, в основном национальных якутских костюмах коренных малочисленных народов Севера. Но есть и представители общин, которые проживают у нас в республике, и представители в русских национальных костюмах. Например, театр из Мархи. Они специально к этому мероприятию сшили костюмы. Давайте послушаем, что они рассказали нам. Это доподлинная реконструкция княжеского костюма до петровских времен, это 17 век. Если помните, то в 1903 году последний императорский бал в Зимнем дворце был устроенный Александрой Федоровной и Николаем II. И там такой костюм носил Феликс Юсупов, князь. Я впервые в этом году услышал и решил принять участие. Костюмы шились своими силами, своими средствами. Тем более все эти аксессуары, ткани, они дорогие. И шитье тоже не дешевое удовольствие. Но, к счастью, у нас есть народные мастерицы, которые имеют опыт шитья
такого рода костюма. Но он многофункциональный, скажем. Мы его будем использовать и сегодня вот на шествии. Потом у нас последнее воскресенье марта стоит проводы зимы. Потом еще ежегодно у нас есть масленица, поэтому мы всегда в таких костюмах выступаем. Анастасия, ну как видно, погода очень солнечная. Я напомню, что шествие начнется с площади Победы, завершится на площади Орджоникидзе. И завершится не просто, а праздничным осохой в национальных костюмах. Танцевать будет самое яркое, ну, кто одет самую яркую одежду, красивую. И в колоннах будут идти не просто в одежде, в руках у каждой распределено. Кто-то держит фотографии своих отцов и дедов, которые воевали, кто-то держит флаги своих районов, кто-то национальные коврики с элементами якутских узоров. Все это продлится, ну, вот все готовы уже начать, вот ждут, с минуты на минуту пойдут. Ну а сама ярмарка, она начнется, мастеров сегодня, торжественное ее открытие, там будут представлены все изделия, и также для всех желающих проведут мастер-классы. Ну а сам праздник, он проводится с 2012 года по указу президента Республики Саха-Якутия 5 марта ежегодно. Ну вот такая информация к этой минуте. Анастасия. Юлия, большое спасибо. Но главное, что сейчас солнечно и вы не замерзнете. Я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Юлия Великодная. Молдавская община в Мирном отметила первый день весны. Так называемый Мерцишор отпраздновали во Дворце культуры «Алмаз» в теплом кругу знакомых. 50 гостей отведали национальную кухню и насладились творческими номерами. А еще ушли домой с подарками. Почему красно-белые бутоньерки – обязательный атрибут праздника, узнаете из следующего сюжета. Когда летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Виноград нескольких сортов, голубцы, брынза, колбаски, метитеи. В первый день весны примерно так выглядит стол молдавской семьи. В зале ДК «Алмаз» в честь праздника вообще устроили пир, безалкогольный, вопреки традиции. Красное вино заменил брусничный морс. Гости ничуть не расстроены, и так стихи читают. Весну приаукивает, март, сон сурат, апрель, откроет дверь, май, сколько хошь ныряй, ау. Первый день весны – Мерцишор. В Молдавии празднуют так же широко, как в России Масленицу. Чучело не жгут, зато подарки друг другу дарят. Вот и пришедшие на гуляние мирницы свои получили бутоньерки в виде красного и белого подснежника. Есть легенда, то, что весна ходит по лесу и увидела подснежник, который вырывается, а зима не хочет, чтобы весна встречала. Вот. И получается, она пытается сделать так, чтобы подснежник замерз, но у нее не получается, и кто-то пытается защитить это, и на второй подснежник падает капля крови, и поэтому сделали вот так вот. Рассказали народные легенды, спели, станцевали на празднике члены молдавской общины Стругураш. Нас, молдаван, в Мирном и в Мирнинском районе очень много. По переписи 2015 года у меня по списку больше 200 семей. И нам посчастливилось за эти 16 лет, сколько в этом году исполняется 16-й Мерцишор проходит у нас. Нам посчастливилось, что к нам подключились Айхальцы, Удачный. Поэтому такие же праздники проходят в поселениях Мирнинского района. Мерцишор отметили на славу, но на этом весенние праздники не заканчиваются. В апреле молдаван, как и других славян, ждет Пасха. В мае Троица. Кристина Каширина, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». И в завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 12, ветер юго-восточный 4 метра в секунду, давление 709 миллиметров ртутного столба. На термометрах Ленска минус 11, облачно, ветер 2 метра в секунду. В Мирном сегодня также облачно, минус 14 по Цельсию, давление 722 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду. В Нерюнгри минус 13, ветер южный 2 метра в секунду, облачно и без осадков. И в столице региона, городе Якутске, прямо сейчас минус 19, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба, без осадков, ясно. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.